В Хабаровске состоялось совещание по вопросам подготовки к единым госэкзаменам 2015 года под председательством главы Рособорнадзора Сергея Кравцова. В конференции приняли участие должностные лица субъектов Дальневосточного федерального округа, отвечающие за управление в сфере образования. Стас Михайлов продолжит. На совещании глава Рособорнадзора озвучил основные изменения в ЕГЭ в этом году. Прежде всего, они коснулись математики. Так, сдав экзамен на базовом уровне, абитуриент сможет использовать этот результат для поступления в вуз. Но для специальностей с углубленным изучением точных наук потребуется пройти испытания на профильном уровне. Из ЕГЭ по русскому языку исчезнет тестовая часть А. В экзамене же по иностранному языку, напротив, добавится устная часть. На территории Дальневосточного федерального округа экзамен всегда проходил максимально объективно. Нам удалось переломить ситуацию в этом году по югу России, территории Северо-Кавказского федерального округа, где также в этом году, в 2014-м, экзамен прошел максимально объективно и честно. Отдельной темой обсуждения стали вопросы организации, в частности, организация экспертизы и проверки контрольно-измерительных материалов. Что характерно для дальневосточников, это наши труднодоступные населенные пункты, где находятся пункты проведения экзаменов. Поэтому все дальневосточники поднимали вопрос о доставке материалов, а также о модернизации новых технологий. Это то, что у нас компьютерные технологии внедряются в нашей республике. С каждым годом в пунктах проведения экзаменов усиливаются меры информационной безопасности. Большинство из них уже оборудованы веб-камерами и металлоискателями. Теперь, в том числе в Дальневосточном федеральном округе, будет вводиться система подавления мобильной связи. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.